В одном кыргызском селе ныне происходит удивительное, можно сказать, невероятное. Я не преувеличиваю. Жители этого села, устав от плохих дорог и обещаний властей, плюнули на все и, засучив рукава, начали строить дорогу сами. Своими силами, своими руками. Местные власти довольны и даже водят на народную стройку экскурсии. Поехали туда и наши корреспонденты. Наш репортаж из села Халмион. Уже больше месяца вся мужская половина села Халмион днюет и ночует на улице. Вот эти картонные коробки заменяют им и матрасы, и подушки. Дома в нескольких метрах, но сходить и проведать родных сейчас непозволительная роскошь. Некоторые семьи выносят на дорогу кровати, чтобы мы на картонных коробках не спали. Интервал между машинами где-то полчаса, иногда час. За это время, хоть минут 20, очень хочется вздремнуть. Долгожданные машины привозят асфальт. Мужчины берут лопаты и приступают к работе. Таким вот дедовским методом они уже проложили 2 километра дороги. Руководит парадом Мухаммед Шакир. Он в этом деле большой знаток. Это улица, я второй раз уже асфальт делаю. Мухаммед Шакир асфальтировал эту улицу еще в советское время. Но тогда были машины и оборудование, не чета нынешним. Теперь же вместо асфальтоукладчиков и катков вот эта швабра и 250-килограммовая бочка. Строить дорогу своими силами – дело трудное, но волнительное. Энтузиазм заразителен. Даже старики не могут усидеть на месте. Все, кто в состоянии поднять лопату, спешат внести свою лепту в общее дело. Я аксакал этой махали. Я не могу сидеть сложа руки, когда все работают. Я должен быть примером для молодых. Вот закончим, тогда и вспомним, что мы старики. Даже те аксакалы, которые еле передвигаются, целыми днями возле нас сидят. Говорят, мы же не мешаем, можно просто рядом побудем. От разбитой и пыльной дороги жители села многого натерпелись. Эта улица ведет на рынок, поэтому все машины, включая большегрузные КАМАЗы, проезжают по ней. Докуда поднимается грязь и пыль, можно определить по деревьям вдоль улицы. Дома и дастарханы, кровати – все в такой пыли. От безысходности решили сделать эту дорогу. Вот видите, какие они в чистом виде. Они только выглядят завядшими. Такие зеленые они и должны были быть. Всего в 200 метрах отсюда их маленький асфальтобетонный завод. Огонь под бетоном не гаснет ни днем, ни ночью. Работают парни в 2 смены, каждая по 12 часов. Видели фильм «Операция И»? Там Шурик воспитывает одного алкоголика. Помните? Вот он. Похож? Смеются и подшучивают друг над другом постоянно, хотя работа тяжелая и безрадостная. Раны и ожоги неизбежны. Но рабочие подбадривают себя словами все того же Шурика. Надо, Федя, надо. В день по нескольку раз обувь меняем. Сын только что принес из дома новую пару сапог. Вот опять уже успел ноги обжечь. Для экономии средств жители пошли на хитрость. Покупать бетон слишком дорого. Решили обойтись и переработать старое сырье. Это старый асфальт. Кадамжая дорогу ремонтируют. Старое покрытие сняли. Наши поехали, посмотрели. Зачем добру пропадать, когда можно его переработать? И привезли сюда. Перемешиваем с новым бетоном и асфальтируем свою дорогу. За клубом дыма домик Бахтияра Аты сразу не разглядишь. Он тоже подбрасывает дровишки в общий костер. Только на его костре варится не бетон, а обед для рабочего класса. В армии был поваром. Правда, это было давно, 40 лет назад. Аксакал решил тряхнуть стариной. Добровольно вызвался готовить ребятам обеды и ужины. Сабыржан, зови ребят, готово уже. Я только теперь понял, какие люди живут у меня в селе. В ресторане такого не найдете. Вот этот дом готовит супы, а эти лагман. Те выносят для нас плов и еще много всего. Фрукты, овощи на любой вкус. И постоянно поддерживают рабочий класс.
Хамразбек после уроков сразу же бежит на дежурство. Пока его братья и отцы прокладывают дорогу, он регулирует движение. Тяжелая работа таким мальчишкам не под силу. Мы их поставили сюда дежурить. Но водители не подчиняются и не слушают их. Привычка, что ли, у людей такая, реагировать только на людей в форме. Пришлось у китайцев такую форму купить и одеть на них. Теперь все слушаться стали. Устав надеяться на государство, эти люди теперь верят только в себя. Сами строят, сами финансируют, сами решают проблемы и личные, и административные. А местные власти и рады. Теперь сюда водят аксакалов и старейшин других сел, надеясь, что хороший пример станет заразительным.